Поддержка семей с детьми и граждан, которые в период пандемии остались без работы. В 2020 году на социальную сферу выпала дополнительная нагрузка из-за эпидемии коронавируса. Как отмечает министр труда, занятости и социального развития, все соцобязательства исполнены министерством в полной мере. Беспрецедентных мер, реализованных министерством в истекшем году, стали ежемесячные денежные выплаты семьям на 52 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и 71 тысячу несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении безработных граждан. В целом объем выплаченных средств на указанную категорию детей составил около 3,5 миллиардов рублей. Также министр отметил, что ни одну меру по поддержке детей и семей с детьми, инвалидов, ветеранов и других категорий граждан, принятых до пандемии, не сократили или не отодвинули по срокам. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» в качестве меры поддержки в виде ежемесячных выплат семьям в связи с рождением и усыновлением первого ребенка из федерального бюджета было предусмотрено более 521 миллиона рублей. Данные средства освоены в полном объеме. Выплаты получили 4775 человек. Заслушав докладчиков, первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил ряд проблем, в числе которых и проблема теневой занятости. Даже если взять, УСН, так называемый, самый низкий налог, который составляет 6%, и экстраполировать его на 23 миллиарда, то мы с вами получим 1,5 миллиарда рублей, которые не поступают, налогов, которые не поступают в бюджет Республики Ингушетия. Это треть от собственных налогов, которые собирает Ингушетия. Да? Мы собираем там 4 миллиарда 200, от 1,5 миллиарда, которые нам не поступают. Это, конечно, огромный удар по социальной сфере, это удар по инвестиционным программам, ну и по многим другим позициям, которые необходимо республике развивать. Олег Фурсов заявил, что необходимо проводить разъяснительную работу с населением с целью повышения уровня информированности работников об их трудовых правах и стимулировать работодателей легализовывать трудовые отношения. Я полагаю, что большинство людей не хотят работать не по закону, хотят исправно получать заработную плату, платить налоги и быть защищенным в старости. Значит, эту работу тоже мы должны с вами организовать в рамках министерства, в рамках инспекции, в первую очередь даже, да, и других, так сказать, структур, которые за это отвечают. И МВД, и налоговые, ФССП, но мы должны об этом говорить. Обсудили на коллегии и задачи на 2021 год, в числе которых меры по обеспечению занятости населения и снижения уровня безработицы. Ну а торжественной частью встречи стало награждение отличившихся работников Минтруда и подведомственных организаций. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.